Сегодня мы в гостях у Ильиной Людмилы Дмитриевны, отличника народного просвещения России, учителя истории. Людмила Дмитриевна – представитель поколения «Дети войны». Людмила Дмитриевна, мы хотели бы вам задать несколько вопросов. Сколько вам было лет, когда началась война? Когда началась война, мне было 5 лет. Шел 6-й год. С кем из родственников вы жили во время войны? Мы жили с семьей, у нас отец работал в НКВД, получил бронь, не разрешили ему идти на фронт. Вот он работал в милиции. Как вы узнали о войне? Ну, о войне узнали, как все люди. Объявило радио о том, что началась война. Сразу все, конечно, сполошились. Началась демобилизация, в армию забирали. Нас сразу ушли в армию, на фронт 2 брата моего отца, старший брат и младший брат. У старшего брата было уже 5 детей, а младший еще не женат был. Ну, отца не взяли, потому что бронь была. Вот. Чего вам больше всего не хватало? Ну, чего не хватало? Не хватало, конечно, с продуктами было плоховато. Плохо было то, что мы без конца ездили. У отца такая была работа, что его переводили с места на место. Тогда они больше 2 лет в милиции не работали. Вот. Он был участковым. И поэтому не спрашивали, семья у тебя там, дети, сколько там. Вот. Надо, значит, все. И поэтому наш отец постоянно кочевал. Пока шла война, мы переехали 4 раза по Бурятии, побывали в разных районах, пожили. Так, это было трудно, конечно, для нас, для мамы нашей. Нас было 4 детей. В 44-м году родился 5-й брат. Вот сколько детей было, отец нас везде за собой возил. Были ли у вас игрушки? Во что вы играли? Ну, игрушек сильно не было много, конечно, но Юла всегда с нами была. Вот Юлу мы так и возили, ее мячик и Юла. А играли, ну, нам нельзя было много иметь игрушек, потому что у нас вещи все-таки мы ездили, обычно переезжали на машинах, наверху ездили, грузили нас туда, усаживали, упрятывали, зимой было дело. Вот, и летом переезжали, всяко. И поэтому игрушки это лишнее было. Но играли, конечно, были и куклы. Ну, сами мы любили играть на улице. И лапта, догонялки, выжигала. Ну, много разных. Городки. Вот так играли. Шпанаты чуть все равно, лишь бы поиграть. Вы еще не ходили в школу? Нет, я в школу пошла в 43-м году. В 43-м году. Это мы жили в Бичурском районе, в Бичуре. Это был самый тяжелый год. Очень много было дезертиров. Вот приходилось работникам НКВД ездить по Бичуре, собирать там. Вот помню, одного долго ловили. В конце концов, получилось так, что на сыск поехал сам начальник милиции. Такой же, как мой отец, на броне был, бронь была. Вот у него было, помню, фамилия Симаков. У него было 5 детей, мало меньше, ну, наши ровесники. Вот. И он попал под пулю врага, его убили. Вот осталась семья. В общем, трудное было время. В это время болезни разные были, особенно вот болели все тифом, сыпной, брюшной. Мы 3 лежали в больнице, все старшие. Вот. Болели очень тяжело. Вот это было страшно. После тифа опять скарлатина началась, опять на нашу семью это обрушилось. Я лежала в больнице. Вот. Так что трудностей было много. Ну, выживали люди. В Бичуре народ очень такой твердый.
Если уж тебя полюбили, если ты подружился, то навсегда. Всегда помогут, всегда подскажут. А так народ очень был строгий. Но это люди старой веры, поэтому у них свои обычаи, свои правила. Ну так вот и жили. Какие у вас были учителя? Как вы учились? Училась я в школе, я до сих пор помню свою первую учительницу. Звали ее Агафья Сафроновна. Старенькая была, теперь, конечно, ее нет. Это когда я училась в Бичуре. Когда мы из Бичуры переехали в Кударинский район, там у нас уже был братишка, родился в Бичуре в 44 году, у нас было 5. Вот старший брат уехал учиться в Северобайкальский район, в Нижнеангарск. Там у нас родственники были, оттуда мы, собственно, и начали кочевать по Бурятии. Вот. А мы вот по 4 класс учились в Кударинском районе, жили в Хамнегадае, там было отделение милиции. Отец был начальником этого отделения милиции. Вот. Учились мы в школе, учила нас Анна Сафроновна Нечаева. Но сейчас тоже ее, конечно, нет. Вот. Школа была небольшая, 2 класса. В каждом классе было по 2 комплекта учеников. 1 класс, 2, 3 класс, 2 и 4. Вот посменно учила она нас, Анна Сафроновна. Ну, трудно было, ну что сделаешь-то? Самое яркое событие из детства. Самое яркое событие в детстве, ну, конечно, это когда пришла победа. Мы как раз жили вот в этом Хамнегадае, Кударинский район. Все ликовали, в деревне и слезы были, плакали, танцевали, плясали, радовались. Все было. И с фронта постепенно потом начали приходить. В деревне было, ну, большая была, небольшая была деревня, но семьи были крупные, по 5, по 6 детей. Вот, была такая семья, что старшие ушли на фронт, 2 брата, вот Агафоновы, а остальные все были маленькие, их еще было 4. И так вот в каждой семье. Ну, помогали друг другу, конечно. Ну, радовались. Куда денешься? Радоваться надо. Вы испытали все ужасы войны, прошли через кошмар войны. Что бы вы хотели пожелать молодому поколению? Ну, самое главное — быть дружными, помогать друг другу. Все плохое надо от себя отметать. Сейчас молодые люди, многие и не знают, как это было трудно в годы войны. А ведь тогда и трудно было, а жили люди дружно, друг другу помогали, всячески помогали. Вот. Чем дружнее мы живем, тем и жизнь лучше, счастливее бывает. Ну и, конечно, учиться надо как следует, чтобы потом пригодиться в жизни там, где потребуются твои руки. Когда я в школе училась, у нас классы были большие. Вот когда мы переехали в Тункинский район в 49 году, это уже из Кабанского района, у нас было 4 или 5 6 классов, по 36 человек. По 36 человек. Но это были переростки, потому что многие в годы войны не могли учиться. Вот, в нашем классе с 34-го, даже с 30-го года был, помню, Томилов. Вот. Переростков много было. Но учились, все старались учиться. Самое главное, надо получить знания, надо быть дружными, надо помогать друг другу. И, конечно, оберегать старших людей. Я вот очень довольна, когда ко мне приходят ребята. Приходят ко мне ребята, помогают по огороде, пополоть, картошку покопать, дрова порубить. Это самая большая такая вот помощь для нас, для старичков. Вот. Спасибо вам за интервью. Мы желаем вам большого крепкого здоровья, благополучия. Спасибо, спасибо. Большое спасибо.